Исенмес Кадарле Дуслар, меня зовут Тимур. Сегодня мы в штабе татар, в стенах штаба татар провели яркой молодежью мероприятие. Ибрагим предложил нам человека, спикера, он магистр в исламе и молодой при этом человек. Я подумал, что это очень важно, наверное, будет провести такое мероприятие. У нас в чате постоянно происходят какие-то беседы на тему махр, на тему религии, там, на тему соблюдения. И люди обсуждают это между собой. Кто-то где-то дает какие-то советы, но не все подкованы знаниями. А здесь был человек, который изучал, который продолжает изучать это все дело. И самое главное, что он был готов рассказать, там, чем-то поделиться и ответить на вопросы. Мы проводим много встреч, которые направлены на развлечения. Считаю, что такие встречи наиболее, наверное, тоже имеют вес, потому что они редкие, но на них собирается всегда действительно много, что самое главное, молодых людей, которые хотят узнать свою религию, которые хотят как-то в нее углубиться. Я благодарен Ибрагиму, благодарен УСТЭМ и штабу, что мы уже второй раз, получается, осенью проводим совместное мероприятие. Надеюсь, мы продолжаем дружить и коннектиться. Ассаламу алейкум. Исәнмесез, кадерле кардәшләр, милләттәшләр. Добрый вечер. Меня зовут Ибрахим, я в штабу уже 5-й год. Активничаю и в молодежных мероприятиях, встречах штаба, участвую в организации мероприятий, служу таким связующим звеном, стараюсь помогать. И по ходу этого нетворкинга, общения с молодежью, с студентами, своими коллегами, с одногодниками, сверстниками, часто поднимались такие интересные вопросы, связанные с психологией, с философией, такого экзистенциального характера. Они у каждого человека возникают, понятное дело, периодически всплывают. И просто штаб — такое место, где можно прийти, за чаем пообщаться, поразмышлять и формально, то есть вместе со спикером, подискутировать, вопросы задать. И хазраты приглашаются у нас. А можно и в неформальной обстановке подискутировать, просто поговорить, поделиться впечатлениями, поделиться своими чувствами, размышлениями. Наверное, одним из таких способом, конечно же, ищется и истина. А человек — такое существо, которое как будто предрасположено просто искать истину. И поэтому у меня было такое желание уже давно организовать встречу. Мы вместе с Тимуром, совместно с яркой молодежью и штабом татар, успешно провели эту встречу, наконец-то. Сегодня в гостях у нас был Кантемир Канукоев, магистр, исламовед, также ведет свой канал и человек, который очень глубоко изучает ислам. Сегодня хотел с нами поделиться своими знаниями и своими мыслями какими-то. Это было очень полезно и необходимо после многочисленных и очных встреч, и в неформальной, формальной обстановке, и в чатах. Часто поднимались такие темы. Было очень эффективно лично встретиться, особенно со специалистом. Потому что когда нету, так сказать, третейского судьи, то с третьей стороны, которая бы как специалист предоставила бы научную точку зрения, взгляд, более объективный, более интеллектуально взвешенный, то получилось бы намного интереснее провести эту встречу. Альхамдулилля, машалла, мы провели ее. Была реально заинтересованная аудитория, я очень рад этому. К сожалению, у нас, а может и к счастью, лекция затянулась вместе с вопросами как раз-таки из того, что был реальный интерес. Люди интересуются религией, люди интересуются понятием вообще веры, наличия и отсутствия, почему так происходит, почему мы видим одно, например,
наука нам говорит другое. Или наоборот, религия нам говорит одно, а люди почему-то другие. И вот эти вопросы мы как раз-таки обсуждали на этой встрече. И я надеюсь, что многие получили на них ответы. Было очень много людей. Пришли люди, которые редко ходят в штаб, потому что вот как раз-таки не очень воспринимают какие-то увеселительные мероприятия. Но сегодня мы смогли познакомиться с новыми людьми, они между собой познакомились. Возможно, люди, которые больше соблюдают, помогут кому-то из наших ребят тоже окунуться чуть побольше в религию. Ну, я уже пообщался, повзаимодействовал с каждым практически человеком. Получил множество хороших отзывов. Особенно выражаем благодарность и от самих организаторов, и от лекторов, от гостей, от Кантемира, нашего лектора, от Рената Хазрата, ну, известного нашего Хазрата, который в Рамадан приходит к нам читать лекцию, увещевать людей, возрождать татарскую традицию от ифтаров, ну, и не только в Рамадан, который тоже очень любит пообщаться с молодежью. Вот он сегодня тоже очень активно участвовал в дискурсе, в диалоге, отвечал, задавал вопросы. Я думаю, это один из самых эффективных интеллектуальных мероприятий, которые бы мы бы могли предложить штабу. И я надеюсь, что мы будем в этом направлении только развиваться еще больше. Еще больше будет замотивированных, заинтересованных людей, потому что у нас в Москве представлена все-таки элитарная молодежь татарская, а не разношерстная молодежь из, допустим, совсем разных классов, да, совсем далеких, допустим, от науки, да, людей, а все-таки очень довольно-таки образованные. Ну и в продолжении разговора, да, хотелось бы вас всех поздравить с наступающим годом. Год был, я думаю, лучше, чем прошлый все-таки. Мы как-то все привыкли уже ко всему, что происходит, стали сильнее, проще относиться к вещам. Желаю, чтобы следующий год был насыщенный встречами, насыщенный новыми знакомствами, насыщенный новыми знаниями, какими-то новыми возможностями. Самое главное нам продолжать соединяться, объединяться, встречаться на мероприятиях, делать что-то вместе, делать что-то новое, возможно. Вот, я как от лица яркой молодежи, от лица команды яркой молодежи, если у вас есть какие-то идеи, то всегда милости просим, мы соберемся, организуем. В штабе тоже есть такая же возможность. Если вдруг вы хотите здесь что-то сделать, всегда с УСМБ, можно о чем-то договориться. Надеюсь, что вы продолжите посещать штаб и приходить на различные мероприятия штаба.